В эфире информационный выпуск Амшехшара. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба. Сегодня в выпуске. С 23 по 30 октября будет приостановлен пропуск граждан на абхазо-грузинской границе. Такое решение принято на заседании Совбеза. Литературный вечер в честь 210-летия со дня рождения великого русского поэта Михаила Лермонтова прошел в Государственной республиканской библиотеке для молодежи. В Абхазию вновь приехал травматолог, ортопед, кандидат медицинских наук Георгий Чибиров. Президент Аслан Бжаня провел заседание Совета безопасности республики. Учитывая имеющуюся информацию о незаконных полетах беспилотников на приграничных территориях, члены Совбеза рассмотрели предложение СГБ Абхазии временно с 23 по 30 октября приостановить пропуск граждан на абхазо-грузинской границе. Это связано с возможными провокациями радикальных сил при проведении парламентских выборов в Грузии 26 октября. Члены Совета безопасности одобрили предложение СГБ о приостановлении пропуска на КПП «Ингур», установив некоторые исключения для возвращения граждан Республики Абхазия и лиц с видом на жительство, ранее на законных основаниях попавших в Грузию для бесперебойного функционирования энергосистемы по линии РУП-Черноморэнерго. Глава государства поручил руководителям силовых структур усилить работу в период проведения парламентских выборов в Грузии. Секретарь Совбеза Рауль Лулуа считает правильной инициативу СГБ о необходимости предупреждения возможных провокаций на абхазо-грузинской государственной границе до и во время проведения парламентских выборов в Грузии. Западные страны хотят, чтобы на парламентских выборах в Грузии победили антироссийские кандидаты, которые настаивают на открытии второго фронта в Абхазии, отметил Лулуа. Нам необходимо быть бдительными в части противодействия различным провокационным мероприятиям, подчеркнул секретарь Совбеза. Министерство иностранных дел Абхазии расценивает инцидент с грузинским беспилотником на абхазо-грузинской государственной границе как откровенную провокацию. В МИД Абхазии считают, что подобные действия направлены на эскалацию напряженности в приграничной зоне. Несмотря на регулярные заявления высшего руководства Грузии о своем стремлении решать все существующие противоречия с Республикой Абхазия исключительно мирным путем, на практике со стороны Грузии продолжается нагнетание ситуации на абхазо-грузинской государственной границе, создающая серьезные угрозы безопасности и стабильности в регионе, заявляет внешнеполитическое ведомство Абхазии. Абхазская сторона намерена обсудить провокацию, организованную грузинской стороной с участием международных женевских дискуссий в ходе предстоящего раунда, намеченного на 5-6 ноября. Указом президента Сирии Башара Асада губернатором провинции Латакия назначен Халид Маршан. Об этом сообщает Апснопресс со ссылкой на председателя ЦИК Абхазии Дмитрия Маршан. Халид Маршан является сыном видного военного и государственного деятеля Сирийской Арабской Республики, представителя абхазской диаспоры, генерала сирийской армии Уалида Маршана Абаза. Абхазский государственный университет и Армавирский государственный педагогический университет подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под соглашением поставили ректоры вузов Олег Угварами и Евгений Нижник. Соглашение предусматривает сотрудничество сторон по широкому спектру образовательной деятельности, в том числе студенческий обмен, стажировки и профессиональные практики преподавателей, подготовку совместных образовательных программ, осуществление исследовательских проектов. События между Абхазским государственным университетом и Армавирским государственным педагогическим университетом заключили соглашение, договорились уже о целой линейке совместных программ и студенческих исследованиях, и проведением и участием ребят из наших университетов в дискуссионном Ушинском клубе. Мне бы хотелось, чтобы наше сотрудничество было действительно на века. Мы тоже. Так что спасибо большое. То, что мы сегодня заключили договор, чтобы он не остался только на бумаге. Мы будем стараться, и думаю, вы тоже. Все, очень взаимно. Спасибо. Когда нужно оперировать? Как лечить? На эти и другие вопросы маленьким абхазским пациентам и их родителям ответил доктор Чибиров. По приглашению благотворительного фонда «Ашан» в Абхазию с рабочей поездкой вновь приехал травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Георгий Чибиров. Доктор не только проводил осмотр пациентов, но и прочитал лекции для абхазских коллег. Гугу Цавардани расскажет подробнее.
Кандидат медицинских наук доктор Георгий Чибиров внимательно смотрит на рентгеновский снимок одного из маленьких пациентов и решает, что оперативное вмешательство не нужно, а затем расписывает лечение. За дверями ожидают десятки детей вместе с родителями, которые, узнав, что по приглашению благотворительного фонда Ашана в Абхазию приехал квалифицированный травматолог-ортопед, записались на прием. Он падает, возможно, из-за этого. У него, конечно, есть еще какой-то такой тонус. Доктор Чибиров осматривает маленьких абхазских пациентов во второй раз. Более того, некоторым назначает оперативное вмешательство и сам оперирует. Только в первый свой визит в Абхазию он провел 11 операций детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Сегодня они вместе с родителями вновь пришли на прием к ортопеду. Кроме того, немало и новых пациентов. Сотрудничество с благотворительным фондом Ашана началось с дружбы. У нас есть близкий друг Тенгиз Тарбан. У меня есть близкий друг Заза Джамалович Хугаев. Вот они близко дружат долгое время. И на кухне у Тенгиза родилась эта идея взаимодействия, потому как я довольно много занимаюсь лечением и долгое время занимаюсь лечением этих детей. Детей с ДЦП, детей с ортопедической патологией. Вот. Ну, в большей степени это дети с ДЦП. Так как эта проблема распространенная, появилась идея приехать в Абхазию и с нашим братским дружественным народом поработать, быть полезным нашим деткам. Вот оттуда мы вышли на Беслана Борисовича Шакая, сформировали этот проект взаимодействия с Абхазией. Мы здесь уже во второй раз. Первый раз мы приехали, прооперировали 11 детей различного возраста с патологией ДЦП, а также там были последствия полиомиелита, аномалии развития и парочку посттравматических осложнений нижних конечностей. Во второй рабочий визит в Абхазию Георгий Чибиров провел 2 операции детям с ДЦП. Приезд врача, осмотр и операции организованы благотворительным фондом Ашана, который планирует долгое и плодотворное сотрудничество с доктором. Подопечные фонда оперируются бесплатно. Фонд открывает сбор, собирает, и мы занимаемся сбором на операции и на ортезирование. И в целом организация приезда врача фонд берет на себя. Запросов много. За период, пока врача здесь не было, нам периодически звонили люди, желающие, родители, которые так или иначе услышали, что он здесь был. И хотели, конечно, попасть к нему на прием, и мы их записали. И вот сегодня-завтра организован прием для желающих, и мы будем принимать детей. Также были такие родители, которые услышали, что он приехал, их дети уже были прооперированы в Москве доктором, и они также с удовольствием приехали, показались ему, приехали кто-то просто поздороваться, поблагодарить. Георгий Чибиров – доктор Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Елизарова Министерства здравоохранения России. В рамках визита в Абхазию он провел лекции для местных специалистов-реабилитологов на тему диагностика ортопедических осложнений на фоне ДЦП. Такой хирург и такого уровня, как Чибиров, что приехал в Абхазию, что мы послушали его лекции. Нам это очень важно. Реабилитологам, которые находятся на территории республики, видеть то, как он проводит операции, какого рода операции. Очень интересно. Георгий Мирабович, он хирург-травматолог, и что особо нам было интересно, то что когда имеются ортопедические проблемы и плюс еще накладывается неврологическая проблема сверху, то хирург должен обладать опытом, который мог бы просчитать динамику последующую. И нам, как реабилитологам, которые будут восстанавливать детей постоперационных, было очень интересно пообщаться по этому вопросу, потому что есть нюансы в период восстановления. В этот раз травматолог-ортопед примет за 2 дня более 20 детей. Следующий приезд доктора Чибирова в Абхазию планируется уже в январе. Гугу Савардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. У жителя города Сухум изъяты незаконно хранимое огнестрельное оружие и боеприпасы. Подробности в оперативной съемке МВД.
Сотрудниками УР МВД Абхазии в ходе проводимых оперативно-профилактических мероприятий в городе Сухум по улице Гулия на площади Свободы был остановлен автомобиль под управлением Ашуба Сабита Тенгизовича 1996 года рождения. В результате осмотра автотранспортного средства в салоне за отсеком для бардачка сотрудниками милиции был обнаружен пистолет, снаряженный боеприпасами в обойме. Изъятое огнестрельное оружие, как впоследствии установлено экспертами, является переделанным кустарным способом из сигнального пистолета Макарова модели МР-371 в боевой. Оружие технически исправное, к производству выстрелов пригодно. Также боевыми являются изъятые патроны калибра 9 на 18 мм в количестве 8 штук. По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов в отношении гражданина Ашуба возбуждено уголовное дело. Последний на время предварительного следствия отпущен под подписку о невыезде. Расследование проводит отдел дознания Министерства внутренних дел Абхазии. Литературный вечер. Поэзии «Чудесный вечер» в честь 210-летия со дня рождения великого русского поэта Михаила Лермонтова прошел в Государственной республиканской библиотеке для молодежи. Члены литературного кружка «Живое слово» при Сухумской средней школе номер 3 подготовили специальную программу. На вечере побывала Алика Трапш. Михаил Юрьевич Лермонтов – один из самых выдающихся русских поэтов. Несмотря на то, что погиб в достаточно молодом возрасте, созданное им за эти годы в поэзии, прозе и драматургии дало ему право войти в число великих русских писателей. Его творчество получило отклик в искусстве, живописи, театре, кинематографе, оказало огромное влияние на писателей и поэтов не только российских, но и мировых. В память о Лермонтове в Государственной республиканской библиотеке для молодежи прошел творческий вечер. Что такие мероприятия являются одной из главных направлений нашей работы. Ведь приобщение подрастающего поколения к шедеврам мировой классики, вообще к чтению, облагораживает юные души, пробуждает в них такие качества, как честь, совесть, благородство, доброта, сострадание. В молодежь необходимо вкладывать знания. Члены литературного кружка «Живое слово» при Сухумской средней школе номер 3 читали стихи Лермонтова и отрывки из его произведений. «Ужель теперь совсем меня не любишь ты? О, если так, то небо не сравняю с этой землей. Где жизнь мочу мою? Пускай на небо женства я не знаю. По крайней мере, я люблю». Лелеет парус одинокий в тумане море голубом, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. Играют волны, ветер стрижет, а мачта гнется и скрипит. Ярчайший поэт, драматург, прозаик Михаил Лермонтов написал около 400 стихотворений, 25 поэм, 7 повестей и 5 драм. Но также он блестяще писал картины и зарисовки. Поэзию Лермонтова изучают во всех образовательных учреждениях. Первое произведение Лермонтова прошли в 5 классе. Это было «Бородино». Мы его учили, оно мне очень понравилось. И сейчас, на данный момент, я в 7 классе, и мы прошли год назад, и сейчас вот вечер Лермонтова, мы год назад прошли 2 стихотворения. «Белый парус» и «Тучки небесные». Мне очень нравится стихотворения Лермонтова. Они очень красивые и проникают до глубины души. Творчество Михаила Лермонтова пронизано яркими эмоциями, глубокими мыслями и размышлениями о жизни, судьбе и человеческой природе. Сочинения Михаила Юрьевича Лермонтова не только отражают эпоху, в которую жил и создавал прекрасные произведения, но и актуальны и востребованы до сегодняшнего дня. Одной из причин актуальности трудов Лермонтова является его острое ощущение социальной несправедливости, моральной деградации и нравственного кризиса, что позволяет читателям увидеть параллели с современностью. Алика Трапш, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Художники из Абхазии принимают участие в проекте «Кавказ. Притяжение будущего», который проходит в Кабардино-Балкарии. С 18 октября в Национальном музее КБР открыта выставка работ членов Российской академии художеств Южного отделения, где представлены скульптуры абхазского художника Виталия Джения. В рамках 3-го международного конкурса молодых художников в возрасте до 35 лет свои работы покажут Диана Норманя и Идея Татрушпа.
Администрация города Сухум напоминает жителям города и граничащих районов, что выгул скота в черте города запрещен. В случае обнаружения животных в черте города будут приняты меры по их вылавливанию и изъятию, а к владельцам будут применены меры административного взыскания с наложением денежных штрафов. И в завершении выпуска о погоде. В выходные дни 19 и 20 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь, гроза, местами град, в горах снег. Температура воздуха ночью плюс 6-11, днем 9-14. Температура морской воды плюс 22. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.